Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Тува-24. В студии Инна Клавян, и я вам расскажу о главных событиях дня. 1 сентября, сразу после выпуска новостей телекомпании Тува-24 на телеканале ОТР смотрите большое интервью с министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Герой России – наш знаменитый земляк, вносящий неоценимый вклад в развитие своей малой родины. Расскажет о своей жизни, детстве, становлении как личности и трудовом пути. Интервью с Сергеем Шойгу смотрите 9 сентября в 17 часов 30 минут на телеканале ОТР, 9-я кнопка вашего пульта. В мае текущего года завершилось строительство спортивного зала ангарного типа в селе Чудура у Лухемского Кажуна в рамках губернаторского проекта «Гнездо Орлят». О необходимости отдельной котельной для спортзала отметил в Рио главы Тувы Владислав Хавалык во время рабочего визита в Кажун. Сегодня в село Чудура отправляются строительные материалы для котельной. Айдана Хавалык продолжит тему. В селе Чудура у Лухемского Кажуна в мае построили новый спортивный зал ангарного типа для занятий игровыми видами спорта. На строительство спортзала выделено 4,5 миллионов рублей, но на отдельную котельную средства не предусматривались. Спортзал планировали подключить к котельной Дома культуры, который был построен в 1965 году. Во время инспекции у Лухемского Кажуна в начале июля в Рио главы Тувы Владислав Хавалык поручил построить новую котельную, ведь у старой на 2 объекта мощности не хватит. Всего за 4,5 миллиона рублей построить такое сооружение, что мы можем, такие подобные сооружения тоже можем строить во многих, так сказать, населенных пунктах республики. Там необходимо решить вопрос по теплоснабжению. Было принято решение, что соответствующую котельную, отдельную, так сказать, от Дома культуры этого села отдельную котельную будем строить. Потому что та существующая котельная маломощная не сможет отапливать одновременно и Дом культуры, и спортивный зал. Из 1,5 миллиарда рублей федеральных средств, направленных Туве по просьбе Владислава Хавалыга, 1 миллион выделен на строительство новой отдельно стоящей котельной. Сегодня из Кызыла в село Чудура отправят строительные материалы. После 10 сентября доставят и сам котел. Строительство котельной мы уже планируем сегодня отправить специалистов, работников. Будем делать котельную из бетоноблоков. Размер котельной будет 4×5. Котел будет мощностью 40 киловаттов. Это рассчитано запасом на 500 квадратных метров. Ангарный спортзал в селе Чудура, квадратура где-то 400 квадратных метров. Но котел мы приобрели запасом на 100 квадратных метров. Своего отдела отправим специалистов, 2 человек. Мы очень надеемся, что жители села Чудура будут помогать нашим специалистам. Котельную мы заказали с Красноярска, прибудут уже после 10 сентября. Этот спортзал по проекту «Гнездо Орлят» ангарного типа в Туве первый. По площади он больше юрточных – 405 квадратных метров. Именно поэтому и котельная должна быть мощнее. Строительство объекта завершится к концу сентября. Айдана Хавалык, Владимир Шуртук, Ангар Оржак, Тува-24. До 16 сентября текущего года Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации принимает заявки для участия в открытом конкурсе по поддержке мероприятий, посвященных актуальным вопросам сохранения и развития родных языков. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица. Предельный объем финансовой поддержки одного проекта составляет не более 500 тысяч рублей. Подробности можно узнать на сайте родныеязыки.рф. Примером предприятия, которое не может развиваться из-за дефицита электроэнергии в Туве, является Байхак Аква – региональный бизнес по производству бутылированных напитков. Вместе с главы Тувы Владиславом Хавалыгом на предприятии побывал наш корреспондент Даян Дацирюн. Пандемия не сильно отразилась на работе регионального производителя Байхак Аква. По заявлениям сотрудников, на сегодня они занимают 60% республиканского рынка безалкогольных напитков. Однако расширить производство не могут из-за дефицита электроэнергии.
Байхак-Аква – пример успешного бизнеса, развитие которого сдерживается только дефицитом электроэнергии. Устанавливать новое оборудование бессмысленно, потому что дополнительных источников электроэнергии нету. Все поступающее электричество уже распределено по существующим установкам. Иными словами, предприятие работает эффективно настолько, насколько позволяет возможности электросетей Тандинского Кажуна. У нас не хватает мощностей, и оборудование у нас работает по переменам. Из-за частых отключений у нас очень много брака по преформам, по бутылкам. И зачастую нам приходится работать по ночам. Парни приходят в час-два часа, когда напряжение немножко стабильное, а так у нас не получается. С закупкой маркировочных станков и погрузчиков предприятию помогает Министерство экономики республики. Чтобы оставаться конкурентоспособными, производитель не повышает цены на продукцию, не уступая по качеству, она дешевле популярных импортных напитков. Ну, да, это натуральные. Да, мы заказываем натуральные, прямо натуральные пищевые добавки. Мы заказываем их в Москве. И оттуда они поступают. Перевозят с Австрии? Да, привозят с Австрии. То есть экологически чистые. Пищевые они. Пищевые. Тандинский таежный лес является хорошим источником натурального сырья для напитков. Во время встречи с коллективом предприятия в Рио главы Тувы Владислав Ховалык отметил, что наращивать потенциал нужно именно в этом направлении. Данный вопрос будет прорабатываться и Министерством сельского хозяйства, и со стороны Минэкономики мы тоже будем поддержку оказывать, чтобы полностью содержимое данной бутылки, оно было и вода, и все ингредиенты, они по максимуму были местными. С инициативами в Рио главу Тувы на федеральном уровне появилась и надежда на то, что производство все-таки расширится и, возможно, продукция Байхак-Аква завоюет засаянский рынок. Напомним, что по просьбе Владислава Ховалыга Минэнерго России приняло решение о строительстве в Туве новой подстанции с 5 электролиниями в дополнение к 2 действующим. Средства выделят из федерального бюджета. Также будут привлечены инвесторы. Строительство дополнительной линии электропередачи завершится в 2024 году. Даян Дансрюн, Чайхан Дангак, Мирана Эргит, ТУА-24. Забитые отложениями трубы, холод и грязная вода. О многочисленных и многолетних проблемах жителей многоквартирных домов на улице Саяно-Шушенской города Шагана-Рыга наша съемочная группа рассказывала и показывала не раз. И вот, наконец-то, здесь начался капитальный ремонт инженерных сетей. Будет ли эта зима для жителей Улухемского Кажуна такой же, как в предыдущие годы, расскажет Айра Сад. Ольга Некрасова в этом доме живет 12-й год, и, по ее словам, каждую зиму проблемы одни и те же. Вот уже много лет в квартирах нет самого важного – стабильного тепла зимой. Устав жаловаться, жители смирились, привыкли тепло одеваться в благоустроенной в кавычках квартире и спать в одежде. Еще одна беда – из-за повышенной влажности и холода дети часто болеют. Вообще невыносимо. И ребенок постоянно болеет из-за этого, что влажность. В этом году, правда, сделали слив, маленько потеплее в доме было. А до этого мы реально, когда сюда переехали, мы чуть ли не в одежде спали. В доме вообще невыносимо. Как поясняют специалисты, неравномерное распределение тепла связано с тем, что в подвальном помещении установлен один элеваторный узел. Тепло по всему дому распределяется только через одно это устройство, тогда как по технологическим расчетам один элеваторный узел рассчитан только на 2 подъезда. Напомню, что 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, выделенные благодаря усилиям в Рио главы Тувы Владислава Ховалыга, распределили по важным отраслям республики, в том числе и на ремонт многоквартирных домов по улице Саяно-Шушенская, что в Улухемском районе. Сейчас в этом доме работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения уже завершены. Также установлен дополнительный элеваторный узел. На данный год был предусмотрен только капитальный ремонт инженерной системы. Это отопление, горячая вода и канализация. Потому что в зимний период, когда канализация протекает и начинается влага, поступает вся в подъезд и сырость начинает с квартиры проникать. Сейчас поменена вся система отопления и приведены стояки общего пользования дополнительные, которых не было, не хватает. Но проблема с теплом – это только полбеды. И сейчас жильцов этого дома не меньше волнует состояние крыши. После дождя в квартирах лед ручьем, говорят жители. Ремонт после каждой такой протечки собственникам приходится делать на свои средства. Ольга Некрасова надеется, что после капитального ремонта жить станет намного комфортнее. В доме плесень, сырость, запах неприятный. Каждый год с этим боремся, летом боремся. Осенью дождь мочит, зимой
это все сырое стоит, весной опять по новой мочит. Потом летом как бы маленько подсыхает, но я уже не знаю, сколько мы уже денег на эти ремонты потратили. Дождь вот шел, я снимала на видео по телефону, и вот с розеток текет. Я собираю, в комнате собрала больше пол-ведра воды из этой розетки, что натекло. На кухне собрала пол-ведра воды. Именно что из розеток текет, это очень страшно. Может замкнуть, может кого-нибудь и током стукнуть. Вот сейчас я лично ожидаю после смены труб улучшения, как бы, чтобы дома тепло было, чтобы не было вот этой влажности в доме. Помимо ремонта инженерной сети в многоквартирном доме 80-го года постройки проводят косметические работы. Продолжается побелка и покраска. Сейчас в многоквартирном доме по улице Сайно-Шушенская, 6 продолжается косметический ремонт подъезда. Всего в Шагонаре планируется отремонтировать 156 подъездов в 60 многоквартирных домах. Как сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Тувы, на выделенные по инициативе ВРИЭ главы Тувы федеральные средства в Шагана-Рыге планируется также установить детские площадки и пробурить несколько скважин для воды. В городе Шаганаре уже сделано 2 скважины. И они сделаны по улице Малчин, 1 скважина, и по улице Кызыл-Инык-Кудажи тоже 1 скважина. В прошлом году проведены капитальные ремонты на проблемных домах, и в этом году капитальный ремонт продолжается, и думаю, что проблема по теплу данных домов снимется. Проблемных и холодных домов в Шагана-Рыге еще достаточно. Как сообщили в съемочной группе Тува-24, капитальный ремонт предусмотрен и в других многоквартирных домах. Помимо 6-го дома, в этом году также проведены ремонтные работы по улице Саяно-Шушенская, дом 5. То есть там заменены системы отопления, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализация ниже нулевого уровня. Там работы уже завершились. В этом году запланированные дома, вот 5-й дом, 6-й дом, ремонтные работы по 5-му дому уже завершены, а по 6-му дому вот уже завершающий этап. На сегодняшний день Шагана-Рыг готов к встрече зимы на 76%. Плановые работы по подготовке к отопительному сезону продолжаются. А придется ли жителям этой зимой снова мерзнуть и утепляться, покажет только время. Айра Асад, Владимир Сюртык, Мирана Иргит, Тува-24. Основной этап всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, сообщает пресс-служба Росстата. Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуги. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуги жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях продлятся до 20 декабря. За прошедшую неделю в Туве нетрезвыми водителями совершено 2 наезда на малолетних детей. В одном случае ребенок погиб, второй малыш, к счастью, остался в живых. Именно на этом месте произошел наезд на малолетнего велосипедиста в пятницу 3 сентября. Само видео наезда оставляет жуткое впечатление. Только благодаря чуду ребенок не остался инвалидом. После ДТП ребенок был немедленно госпитализирован в детское хирургическое отделение. Опасения врачей к их радости не оправдались. Уже в понедельник он был выписан домой. Освидетельствование виновного в ДТП горе-водителя показало наличие в выдыхаемом воздухе паров алкоголя. Что пили? 2 бутылки пива? Ну как совершили наезд, помните, на ребенка? Вину признаете свою? Также установлено, что 43-летняя женщина вообще не имеет водительского удостоверения. В отношении нее возведено дело административной ответственности за управление автомашиной в алкогольном опьянении. Будем надеяться, что у нее хватит совести восстановить детский велосипед. К сожалению, следующий наезд на ребенка закончился страшной трагедией. Следственно-оперативной группой установлено, что за рулем автомобиля Toyota Camry находился бесправный 27-летний житель ПГТК Хем, являющийся отцом пострадавшего малолетнего пешехода. Так, около дома при движении задним ходом мужчина не заметил и допустил наезд на 1,5-годовалую дочь, оказавшуюся на улице без присмотра взрослых. На момент происшествия ребенок находился позади транспортного средства. И в результате наезда от тяжести полученных травм малолетний пешеход скончался в реанимационном отделении медучреждения.
Начали вот это вместе все происходило. машину поднимать. Он отсюда рванул, и здесь вот пыль должна быть. Потому что пробуксовка он Что за пошел. машина? Кто ее в трампункт привез? Вот кто? Пробуксовка пошел туда и на большой скорости. Все, камеры включать. Как и в первом случае, водитель не имел права управления автомашиной и тоже находился в состоянии опьянения. При проверке по базе ГИБДД установлено, что мужчина не имеет права управления транспортными средствами. Водительского удостоверения ему не выдавалось. Проверка в Республиканском наркологическом диспансере установила пребывание водителя в наркотическом состоянии опьянения. По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Кызылский возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Госавтоинспекция настоятельно призывает граждан к благоразумности, во избежание непоправимых последствий исключить и не допускать нетрезвого и бесправного вождения. Соблюдайте правила дорожного движения. Сайгын Бербе, Буян Оюн, Ангар Оржак, Тува-24. В настоящее время ученые Тувы завершили работу по подбору словарных статей для Уренхайско-Тувинской энциклопедии, которая будет издана в 2 томах. Более подробно смотрите далее. Над Уренхайской Тувинской энциклопедией работали 4 года. Чтобы написать словник, для начала каждый отдел музея предлагал свою тематику. На 300 страницах темы, которые предложили ученые Тувы по своим направлениям. В скором времени энциклопедия будет доступна в библиотеках Тувы. В Национальном музее работают специалисты по разным направлениям. Историки, биологи, археологи и многие другие предложили множество слов, которые большинство были включены в словник. Прежде всего, ученые опирались на те источники, которые хранятся в фондах Национального музея и те, что экспонируются в залах. Анна Дертыкол, кандидат исторических наук, предложила термины и понятия по музееведению. Первое научно-исследовательское учреждение, нужно показать ее историю и ее развитие. И здесь, какие были предложены и введены теперь уже энциклопедию. Это история музейного дела, как у нас в республике она создавалась. Затем, создание первого государственного музея, ныне Национального музея Республики Тыва. И, конечно, формирование музейной сети и создание его филиалов. В данное время у нас в республике 11 филиалов действует. В Национальном музее работали специалисты, ученые, которые внесли большой вклад в исследование истории Тувы, открытие новых источников знаний. В фондах музея хранятся архивные материалы исторических личностей. Самая большая страница, это было составление статей, это по тувинским добровольцам. Сначала, конечно, по истории Тувы, именно Тува в годы Великой Отечественной войны, это обязательно, конечно, это материальная помощь трудящихся Тувы фронту, материальная помощь, Советскому Союзу. Это, конечно, как происходила военная перестройка, начиная с 1941 года. И это, конечно, те активисты, которые внесли большой вклад в материальное движение. Все материалы, которые хранятся в музее, являются первоисточниками по составлению Уренхайско-Тувинской энциклопедии. Все это делалось, чтобы ознакомить широкий круг читателей с выдающимися историческими личностями, видными государственными, общественными, военными деятелями, учеными, писателями, деятелями искусства, новаторами производства и так далее, связанными своей жизнью и творчеством с Тувой, а также известными деятелями из Тувы, проживающими за ее пределами. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Кузыл Сарык-Сырын, Тува-24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. В студии была Инна Клаян. До встречи в эфире.